Моя первая встреча с Таурбеком произошла, когда я после окончания института, за неимением возможности приехать сюда, не было места, была отправлена на работу в Иркутск. А потом, через 1,5 года, я получила телеграмму от министра культуры Ивана Александровича Гапаева с просьбой вернуться в свой театр. Поскольку уезжала я из Осетинского театра, проработав здесь уже 3 года. И приехала с тем, что мне предложили сразу что-то поставить, может быть, даже то, что мне самой больше захочется. И, конечно, если вспоминать эти годы, 70-е, зачитывались Фечем и Запайтматовым настолько, что на ночь брали из библиотеки, только утром принесем. Вот так вот. И, конечно, мы все были в плену его и первого учителя рассказа, мы были в плену и в его материнском поле, в маленькой повести, которая просто не оставляла никого равнодушным. А поскольку эта тема матери, которая отправляла на войну своих сыновей, тема дороги, по которой впервые побежали ее ребятишки, и дорога, которая их увела далеко от нее, и дорога, которая их больше не вернула ей, а матери все выходят и стоят на обочине дороги по вечерам в ожидании. Все это было настолько национально и близко, что я не могла себе отказать в желании, вот, причем страстном желании осуществить вот эту постановку. Когда я назвала это название, очень удивились, что я рискнула, как это так, молодой начинающий режиссер замахивается. У нас же сначала пристройка должна к старшим и так далее, как-то так подойти к этому. Но поскольку в театре была такая актриса, Тамара Коряева, а роману проходит параллельно, она приходит на свое поле, на свою землю, и есть персонаж «Земля», и есть персонаж Толганай, которая со своими маленькими детьми приходила на это поле. На этом поле они росли, с этого поля они уходили в большую жизнь. На этом поле она находила для своих сыновей невест. И что было очень интересно, когда мы с Натой начали работать над этим, возник тот образ совершенно одновременно и у него, и у меня мысль о дороге, по которой она сюда приходила и уходила. И когда мы первый раз с Татой встретились на предмет того, через что нам решать, что нам на сцене нужно будет, а в Осетинском театре сцена всегда была загружена оформлением. Всегда много чего нужно было. Хотя уже к этому времени существовал совершенно другой язык, условный язык, но который никак не мог отойти и уступить место чему-то новому в этом плане. Нужна была совершенно условно оформленная сцена. И были какие-то холмы на сцене, Татой придуманные, были нанесены какие-то параллельные линии, коричнево-салатные, зеленые. И на этом поле было 2 места. На одном бугре сидела мать Толганай, а на другом сидела земля. Это был такой бугор, и платье было сделано такое, когда оно расстилалось по всей сцене, она покрывала все собой. И Толганай вела с ней свой самый что ни на есть задушевный разговор. И в проблемах она к ней приходила, и в горести она к ней приходила, припадала к этой земле для того, чтобы спросить ее, как же так? Ведь тебя так много, и тебя хватает на всех. За что же сегодня должны умирать наши дети? Это, конечно, было
очень интересно задумано, но не воспринято совершенно не привыкшего к такому оформлению зрителям нашим. И вот тут вот у нас сложились, конечно, неожиданные для нас вещи. Несмотря на очень хорошую игру, скажем, Майрбека Икаева, который старшего сына играл, других ребят, Варзеты Бекузаровой, которая совершенно потрясающую работу сделала из маленьких эпизодов. Одна фраза, две фразы, больше ничего не было. Но Тата придумал ей, только ей придумал в этом спектакле совершенно особое место. Он собственноручно на стеклах изготовил поле, которое описывает Чингис Айтматов. Яркое красное поле, усыпанное маками, и среди них героиня Алиман в этом поле становилась совершенно неповторимой. Неповторимой в том, что она не просто к земле приходила, а Тата придумал ей на экране особое место и изготовил сам слайды макового поля в Киргизстане. И вот это маковое поле в маленькой рамочке на контрсвете появлялась Варзета Бекузарова. И она утопала в маках. Это ее встреча была со своим возлюбленным, с Касымом, которого отправили на войну. И он для Варзеты, а Варзета могла жить в условных декорациях совершенно неповторимо. Никто в Осетинском театре так не мог существовать в условных декорациях, как это делала она. И когда она появлялась вот в этом кадре, на заднике сцены, как воспоминание Толганай о том, какая она была счастливая, о том, как она... И потом она исчезала на наших глазах. И война привела к тому, что, не успев сойтись со своим возлюбленным, она остается одна, нетронутая. А жизнь идет, жизнь требует своего, чувства выросли, и тут же сгореть не могут, они должны найти куда-то выход. Все это искалось, но, к сожалению, то, что она остается в результате с ребенком нет возлюбленного рожденной, и Толганай, мать, принимает это и находит возможность продолжать жить, потому что жизнь продолжается в этом маленьком существе, а она себе этого простить не может. Сама Алиман. Толганай сделала все для того, чтобы... Потому что земля говорит это. Земля говорит. Земля хочет жить, ей нужны пахари, ей нужны, кто бросит зерно в эту землю. И я безумно благодарна Тате была за то, что это эпизоды отдельные на сцене, но игралась эта дорога. И зритель не принял эту дорогу. Со сцены через зрительный зал в боковую дверь уходила дорога, и она спускалась по ступенькам. На уровне зрительных голов проходила дорога. Сказала: Роза, это примет, ты этого не бойся. И вот она приходила на сцену по этой дороге, проводила день на этом поле в разговорах. И в работе ждала, когда она принесет первый хлеб испеченный, первым хлебом, первым зерном. Она приносила, пекла и приносила своим детям на поле. Она приходила по этой дороге, ломала этот хлеб. И запах этого хлеба, мне казалось, что чувствуют все зрители в этом зале. И дорога, по которой ты уходишь, и дорога, по которой ты провожаешь свое чадо, и земля, которая потом, когда Толганай последний раз приходит к ней, что же такое происходит, и почему матери должны оставаться без своих сыновей? Земля не выдерживает, поднимается в рост, а за ней поднимается, как вулкан, поднимающийся сейчас,
Она вставала на станок, на камень высокий, и вот это платье, которое на ней стелилось, как поле огромное, и в расщелинах, и в засеянных кусках поля и так далее. Она вставала и с этой высоты говорила: люди, меня хватит на всех, что вам делить. Вот такие подробности разрабатывались с Татой вместе. И спектакль прошел немного. Он быстро был снят, потому что зритель не принял вот этой условности. Мы на сцену выводили актеров, например, игралась такая сцена. Сын прислал письмо, что тогда вот их будут увозить на фронт и будут проезжать по станции, с которой они уезжали. И мать, зная это, приходит поздно ночью на эту станцию и ждет, а поезда нет. Есть фонарщик, который светит. И она разговаривает все время с этим фонарщиком. Мой сын должен, а не остановится поезд, а не будет этого. И Тата опять придумал. Здесь удивительный ход, но был еще такой художник, такой Кисаев в театре, который придумывал всевозможные технические средства. И он придумал. Он по периметру зрительного зала сделал какой-то такой прибор, когда пролетающий поезд, по всему залу мелькали окошки купе. И поезд проезжает, грохочет, а по залу пролетают вот эти вот окна поезда. И она ждет, не успевает, проглядывала, просматривала для того, чтобы поймать, остановиться, выглянет в окно хотя бы, увидит. И вдруг последний вагон как бы пролетает, и на сцену падает сверху вниз, падает шапка. Поезд не остановился. Она бежала по этой дороге, чтобы успеть, чтобы поезд все-таки на секундочку задержался, а это не произошло в последний момент, когда последний вагон, шум поезда становится все меньше и меньше, и Толганай бросают вот на эту дорогу, на сцену, бросают шапку. Сын оставил шапку. И у Айтматова проходит совершенно гениальная мысль. Он эту шапку больше не надел никогда. Но он оставил ее для того, чтобы кто-то другой эту шапку мог доносить. Это жизнь, и против нее не пойдешь. И человек добру у человека учится. У него ничего другого не оставалось. Его жизнь, которую он отдавал за Родину, и шапка, которую кто-то мог донести. Может быть, он завтра кому-то расскажет о том, чью шапку он носил. И так добро человека и жизнь человека не уходят в землю, а передаются от одного к другому. Добро на дороге не валяется. Оно передается из рук в руки. Это вот такая встреча наша была. Мы потом с Натой часто говорили, что этому спектаклю очень не повезло на зрителя, потому что мы не были готовы еще к условному оформлению на сцене.